Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Михаил Эверстов. А в нашей студии гости, и я рада их представить. Методист многонационального центра прикладных квалификаций, куратор реализации проекта «Моя профессия, моя первая профессия» Якутского коммунального строительного техникума Надежда Андрюнина. Надежда Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Заместитель директора Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия Полина Барахсанова. Полина Олеговна, добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня пришли в нашу студию, нашли время. Говорить мы будем о проекте «Моя первая профессия». В самом названии есть заявка и на вторую, и на третью, поскольку начат отсчет. И само по себе это прекрасно. Но это еще и про то, что можно искать себя бесконечно через поиск профессии. На самом деле, какая цель вашего проекта, для кого он и кому это все нужно? Расскажите. Да, спасибо за вопрос. Региональный проект «Моя первая профессия», он был разработан и ведется апробацией в этом учебном году в соответствии с указом главы стратегического документа о развитии единой системы образования. И данный проект в этом году проводится для школьников, старшеклассников, для 10, 11 и 12 классов. Дети могут пройти обучение по программам дополнительного образования и по программам профессионального обучения. Замечательно то, что ребенок в последних классах школы, может еще не только закончить общую программу, но еще и получить какую-то профессию, которая кажется для него привлекательной. На сегодняшний день есть много новых профессий, за которыми будущее. Но есть и те профессии, которые вечные, без которых не обойтись. Вот, наверное, ваш техникум, поданы заявки тех детей, которые хотят освоить профессии, без которых в любое время, в любую эпоху прожить невозможно. Мы коммунальный строительный техникум, конечно же, сфера деятельности и обучения, это у нас идет строительство и сфера жилищно-коммунального хозяйства. И вот именно в этом проекте мы участвуем по 3 профессиям. Маляр строительный, слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования и каменщик. Мы прошли отбор, и у нас набрано 60 человек. Обучаем мы в 4 улусах. И, в общем-то, программы очень интересные. И, в общем-то, мы... А как проходит обучение? Расскажите. Вот, допустим, ребенок, у него понятно, что большая часть времени занята его учебой, в школе. Как он может это совмещать? Это онлайн-обучение или это прямо в самих районах есть какие-то, дочерние, от вашего техникума? Нет, обучается все. У нас вообще обучение ведется очень заочного формата с использованием дистанционных технологий. То есть у нас теоретическая часть размещается в единой системе Сферум, по которой сейчас, в общем-то, образование ведется в школах, и практическое обучение ведется непосредственно на наших площадках. То есть в каникулы дети будут приезжать к нам, проходить практику там, где у нас обучаются наши студенты. Это в первые месяцы, в дальнейшем, уже в конце, когда будет подходить к конечным результатам, наши уже мастера будут ездить к ним со специальным оборудованием, потому что будет уже видно, что они умеют, что они могут. У нас обучение ведется в течение 4 месяцев, то есть это в неделю 4 часа, не больше, для того, чтобы не нарушать как раз учебный процесс школьный, потому что старшие классы, как правило, это подготовка к экзаменам, какие-то контрольные, дополнительные занятия. И именно так была рассчитана программа, в общем-то, чтобы корректно это все было удобно и нам, и, в общем-то, и школе, и ученикам, в первую очередь. Тогда в этом проекте лучше участвовать тем, кто сможет, из районов, детям, кто сможет потом приехать в Якутск на практику. Да, но это уже школа сама определяет, то есть когда привезет детей, потому что дети сами не приезжают, они приезжают вместе со школой, вместе с ответственными, то есть там, такая система уже отработана. В общем-то, все школы наши знают, как это делается, так что нет проблем.
Полина Олеговна, скажите, а сколько вообще учебных заведений участвует в этом проекте, и нужно ли еще вам набрать тех учащихся, старшеклассников для участия в этом проекте? И, может быть, какие-то наиболее популярные есть учебные заведения, а какие-то менее популярные, и почему, как вы думаете? Да, ну, получается, в рамках проекта «Моя первая профессия», да, был объявлен квалификационный отбор, когда мы объявляли о наборе центров обучения, которые будут как раз-таки обучать детей в рамках этого проекта, да. Всего было отобрано 21 центр обучения. В настоящее время ведется обучение по 24 муниципальным районам, да. Это, получается, и выступают вот как раз коллеги, да, колледжи являются центрами обучения, техникумы, в том числе школы самостоятельно тоже обучают детей, и также, например, вот Северо-Восточный федеральный университет, колледж инфраструктурных технологий, он тоже является участником данного проекта. Получается, вот дети обучаются вот очно-дистанционном формате, да, в том числе в некоторых муниципальных районах полностью ведется в очном формате, да, обучение со школьниками, и для того, чтобы ребенок смог попасть в этот проект, да, ему необходимо подать заявление. Получается, у нас функционирует сайт mpp.cpp.ru, да, где вот школьники непосредственно от школы могут подать заявление на ту или иную программу для прохождения обучения. Сам школьник может зайти на этот сайт и сам подать самостоятельно, не ставя в известность, допустим, педагога или своих родителей, или все-таки через взрослых как-то? Да, безусловно, это все через взрослых. На данную платформу на сегодня у нас зарегистрировано больше 100 школ, то есть школа формирует заявку на то, чтобы школьник прошел обучение. А для того, чтобы ребенок смог выбрать, да, на какую программу ему заявиться и какая программа, в принципе, доступна в его муниципальном районе, для этого ему нужно будет просто зайти на наш сайт, ознакомиться с программами, да, и выбрать. И для того, чтобы подать заявление, это, безусловно, нужно через педагогов, учителей, которые подают заявку от школы. Тогда все-таки нужно, чтобы учителя обратили внимание на этот проект, да, и как-то предложили это участие детям. Да, безусловно, и на сегодня уже вот больше 100 школ заявились, и на сегодня, получается, подали заявление больше 800 школьников. Набор ведется до сих пор, да, то есть до конца ноября дети могут все-таки подать заявление на ту или иную программу, выбрав центр, который у них как раз-таки дает эти программы. Когда школьник пройдет обучение в этом проекте, поучаствует, что он будет иметь в итоге, какие перспективы? Ну, получается, ребенок может выбрать программу профессионального обучения, да, в том числе и программу дополнительного образования. Всего у нас в этом году, получается, в рамках апробации данного проекта выбрано 47 по наиболее востребованным программам и специальностям, да. Это, безусловно, направление IT, в том числе и рабочие программы, да, такие как младшая медицинская сестра, да, в сфере медицины, также вот строительная отрасль, да, и, ну, есть такие программы, например, как моторист, ну, в общем, рабочие программы и специальности у нас есть, да, и для того, чтобы ребенок смог правильно сделать выбор, попробовать себя все-таки в профессии до того, как он завершит обучение в школе, этот проект дает возможность, ну, как бы профориентацию, да, пройти и ознакомиться с профессией для того, чтобы сделать в будущем свой выбор. А он может после того, как поучаствует в этом проекте, выйдя из школы, имея какой-то документ о том, что он прошел вот такую профориентацию, уже пойти работать? Да, безусловно, по завершению наши школьники получают свидетельство, на основании которого дети могут уже в летний период, да, во время своих каникулярных периодов, да, тоже пройти вот это обучение и на выходе получить свидетельство и уже по свидетельству пойти работать на того же повара, пекаря, кондитера, да, вот такие. Можно я добавлю, да, да. Дашка? Вот сам проект в этом отношении очень хороший, да, когда по окончании школьники получают вот именно вот свидетельство, а это свидетельство дает возможность не только трудоустроиться на предприятии, но и стать самозанятым, то есть самостоятельно оказывать услуги. И даже если это будет, скажем, ученик, который закончил 10 класс, ему нужно 11 заканчивать, да, но у него есть какое-то свободное время, и вот в это свободное время, имея вот этот документ, свидетельство о рабочей профессии, он может как самозанятый работать.
в частном порядке может предлагать свои свои услуги. услуги. Да. Я вот удивлена, что ваш техникум, да, коммунально-строительный техникум, набрал уже, у вас нет уже свободных мест в этом проекте, потому что я думала, что эти профессии, которые вы предлагаете, не особенно пользуются популярностью. Я думала, что все-таки все хотят там куда-то войти, графика, да, вот что-то такое, больше с компьютером связано, какие-то новые такие профессии. Оказывается, пользуются спросом Да, у немножечко молодежи. о профессиях. Почему мы выбрали эти профессии? У нас профессии именно вот такие, которые нужны будут на всю жизнь. То есть если у нас... Мы же привыкли, что маляр – это тот человек, который красит стены, да? На сегодняшний день это еще декоратор. То есть, который умеет работать, расписывать, допустим, стены, да, заниматься колористикой отдельно, да, это может быть будущий дизайнер, это может быть декоратор. Что касается сантехники, то это, безусловно, в будущем любому, кто будет строить дом, он уже будет иметь начальное образование, да, знания, навыки, то есть всю эту отопительную систему он может собрать, элементарно кран, да, поменять, какие-то там бачок там повесить, допустим. То есть вот такие самые необходимые вещи он будет уметь. То есть у нас еще там входит полипропиленовая пайка труб. Я вспомнила сейчас то время, когда я училась, у нас была тоже профориентация такая, когда мы могли прийти в какое-то училище и там какую-то профессию освоить. Но это было очень мало по времени. А вот такой проект, как ваш, дает возможность не только углубиться, да, все-таки в профессию, еще и попрактиковаться, еще и получить какой-то документ, который предоставит тебе возможность заработать. Даже, возможно, вот во время, пока ты уже, еще учишься, да, еще осваиваешь профессию, то есть школьник, он может даже, начав обучение, уже пробовать какую-то практику, да, для себя. Там можно же какую-то сумму за свои услуги не совсем высокую назначать, да? Да. Да, безусловно. Получается, вот в рамках проекта, когда школьник проходит обучение, да, наш проект более направлен на как раз-таки вот практическую часть. Если, допустим, школьник пробует себя в профессии, да, безусловно, это не попробовав своими руками, он не узнает, о чем эта профессия. Вот. Поэтому данный проект позволяет более обширно ознакомиться с теми или иными профессиями. Возможно, даже кому-то это поможет сэкономить время, чтобы не пойти не туда. Да, то есть он может думать, что мне вот это подходит, попробовать это, оставить просто для себя как некий опыт, как какие-то знания, но понять, что ему совершенно в другую сторону. Да, и поэтому в рамках проекта, помимо того, что они проходят обучение, да, у нас есть блок по профориентации, то есть школьник на выходе получает не только вот свидетельство, да, но и знакомиться с теми инструментами, как, например, трудоустроиться. Мы даем возможность ребенку пройти профессиональное тестирование, да, в рамках которого он может распознать себя, да, и в будущем сделать правильный выбор. Тогда мы все-таки к нашему эфиру приглашаем больше и родителей, да, которые могут там, допустим, на родительском собрании, в родительском чате предложить, да, такое участие в этом проекте, и учителей, директоров школ, которые могут подать заявку на то, чтобы их учащиеся приняли вот такое активное участие в освоении профессии. И нет никаких ограничений. Это могут быть учащиеся как отличники, хорошисты, как те, кто не особо успевает, да, и да, любой абсолютно ребенок. Получается, критериев на то, чтобы ребенок смог получить участие в этом проекте, нету. Главное — желание и возможность его в том или ином муниципалитете, чтобы был центр, да, где он может пройти это обучение. Вот, получается, на сегодня у нас функционирует 21 центр, да, вот как я ранее говорила, в 24 улусах, и ознакомиться с тем или иным перечнем можете уже на нашем сайте, вот как я ранее говорила, mpp.cpp14.ru. Или уже непосредственно, да, выйти на нас. Мы, получается, вот Центр опережающей профессиональной подготовки, находимся по адресу Крупская, 13, это торговый центр РЛ. Мы находимся в центре. Вы также можете к нам позвонить, да. Наши все контакты есть в социальных сетях, есть наш официальный сайт, где ребята могут ознакомиться с тем или иным перечнем программ. Но это в основном вы говорите про районы, да?
про школы, которые в районах. А вот городская школа, я почему спросила, это же в городе находится техникум? Да, вот. А еще какие вот, например, да, учреждения, которые для города, и школьники городских школ могут участвовать же тоже? Да, вот получается, этот проект у нас стартует в этом году впервые, да, и мы проводим апробацию в этом учебном году, и надеемся, что со следующего учебного года мы уже сможем охватить и детей городских, да. Получается, в проекте, проект направлен на то, чтобы дети вот как раз-таки с улусов, где нету вот всех этих центров обучения, да, то есть у ребенка, который обучается в городе Якутске, у него есть достаточно большой выбор, чтобы пройти это обучение, да, а вот как раз-таки у детей в сельской местности это очень сложно, да, пройти обучение, вот как раз-таки попробовать себя в профессии очно, да, поэтому этот проект в этом году направлен на детей, которые как раз-таки обучаются в сельской местности. Значит, наш эфир для учителей, директоров школ из районов нашей республики. Мы как раз выходим на всю республику наш эфир, поэтому я надеюсь, что внимание, конечно же, обратят. У нас остается 5 минут до конца нашего первого блока. Возможно, я что-то не спросила из того, что вы подготовили и хотите сказать. Ну, получается, мы приглашаем всех школьников, да, вот как раз-таки старшеклассников, чтобы они попробовали себя в профессии. И у нас есть различные профессии, то есть и по программам дополнительного образования, да, это не только вот как раз-таки рабочие, да, о которых мы сегодня много сказали, но есть и вот как раз-таки IT-направление, да. Допустим, вот Якутский финансово-экономический колледж, он как раз-таки дает возможность детям с различных улусов подать заявку на их программу. Да, они как раз-таки у нас сейчас ведут набор по программе интернет-маркетинг. То есть с любого улуса ребенок может пройти обучение дистанционно. Есть опытные преподаватели, которые вот как раз-таки в дистанционной форме подают эту программу. Да. Вот как раз-таки еще Северо-Восточный федеральный университет, да, колледж инфраструктурных технологий, ведет набор по программам графический дизайн, фотограф. Ну, то есть это те программы, которые, мне кажется, на сегодня тоже очень актуальны, востребованы, и попробовать себя в этих программах, ну, тоже хорошая возможность. Да, можно получить и профессию, где ты что-то можешь делать своими руками, а можно какую-то очень такую творческую, да, где-то больше умственного какого-то труда. А сейчас не секрет, что можно получать в параллель несколько образований, когда ты заканчиваешь школу, да, дети, студенты этим пользуются. А можно ли в вашем проекте получить параллельно 2 образования, подать 2 заявки в 2 учреждения учебных? К сожалению, в этом проекте можно участвовать только единожды и только по одной программе. Потому что есть же очень активные дети. Да. А вы сами как в свою профессию пришли, что вам помогло выбрать вашу профессию, ваше дело, первую вашу профессию? Ну, получается, моя первая профессия — это по тому, как проводилась работа профориентационная в моей школе, да. Я сама завершила 31-ю школу, и наш классный руководитель был очень активной в позиции, да, чтобы мы все поступили в тот или иное учреждение, да, по завершению школы. И она нас водила, знакомила с университетами, с колледжами, с техникумами. И как раз-таки вот этот проект, мне кажется, тоже направлен на то, чтобы педагоги активно принимали участие в выборе профессии уже на скамьях школы. Надежда Ивановна, вы как? У меня интересная вообще как бы судьба. Я по профессии экономист-аналитик, пришла как бы уже в более позднем сроке, как бы в педагогику, прошла, естественно, получила еще дополнительный диплом. Педагог-методист, и занимаюсь вообще дополнительным образованием, платными образовательными услугами. Но вот именно вот проект «Моя первая профессия» — это вообще уникальный проект на сегодняшний день для нашей республики, поскольку у каждого ребенка есть возможность получить профессию, да, есть возможность себя в дальнейшем реализовать, попробовать. И самое главное, хотелось бы пожелать всем ученикам, родителям, да, чтобы не боялись, выбирали. Потому что чем больше дети будут выбирать сейчас, тем легче им будет жить потом. Вот. Спасибо. Я вот благодаря нашему эфиру вспомнила свои походы в парикмахерское дело. Было училище, где обучали
И я помню, что мне очень хотелось научиться, и у меня до сих пор это желание осталось, мне до сих пор эта сфера очень нравится, вот эта сфера бьюти и возможность людям менять образ, помогать. Спасибо вам большое за то, что вы рассказали сегодня о таком важном и нужном проекте. Проект «Моя первая профессия». Я надеюсь, что наши слушатели и зрители обратят на это внимание. Я напомню, что все профессии важны, все профессии нужны. Выбирай на вкус — слоган советского времени. И хорошо, что и в нашем времени есть такая возможность. Дорогие друзья, оставайтесь, скоро вернемся после короткой рекламы. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, мы снова в прямом эфире. И в нашей студии гость, я рада ее представить, педагог, логопед, дефектолог Ольга Бурдукова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана, здравствуйте, зрители, слушатели. Да, спасибо большое, что вы снова в нашей студии. Наши постоянные слушатели и зрители наверняка могут заметить, что совсем недавно вы были у нас в гостях, и мы с вами говорили о том, насколько велика ответственность родителей за поколенческое здоровье. Меня эта тема очень сильно заинтересовала, и я рада, что сегодня мы можем ее продолжить. Ваша профессия, профессия логопеда, дефектолога, она очень востребована в последнее время. И причина то, что по статистике дети с задержкой речи, а значит и с задержкой развития, это количество детей таких возрастает, к сожалению. И не всегда родители обращают должное внимание на то, что ребенок начинает позже говорить, чем должен, да, говорить. Ну, да. И, возможно, они не задумываются о том, что могут быть серьезные причины, которые этому способствуют. И самое главное, что могут быть серьезные последствия такой задержки речи, да. И вот я хотела бы сегодня, чтобы вы рассказали подробнее о том, почему происходит вот такое увеличение таких детей, почему дети так, задерживаются, да, в речевом таком развитии, о причинах, о последствиях, о том, насколько внимательно родители должны в какой период времени смотреть на своего ребенка. Расскажите нам, пожалуйста. Конечно, с удовольствием. И, тоже зрителям хочу напомнить, что в тот раз мы зацепили тему за закон врождения. Да, то есть там у нас конкретно было связано с алкоголем и как алкоголь влияет на последующие поколения. Так вот, это закон, открытый еще в XIX веке психиатром Морелем, когда у него была возможность наблюдать 4 поколения, и он видел, как шла дегенерация рода. Представляете, разрушение рода из поколения в поколение. И да, если ничего не предпринимать, то вот этот род, он может прекратить свое существование. Имея огромную многомиллионную историю, да, он может прекратить свое существование. Я напомню, или давайте вместе напомним нашим слушателям и зрителям, кто тот эфир, возможно, не видел, что мы говорили о том, что у здоровых, трезвых родителей может родиться ребенок с ограниченными возможностями, задержкой речи, задержкой развития, и родители разводят руками, они не понимают, что не так. Ребенок запланированный, долгожданный. Перед этим, допустим, и мама, и папа проходили обследование, воздерживались, если там культурно пьющие, да, как говорят люди, от приема алкоголя. Почему такое происходит? И оказывается, одной из причин может быть то, что их родители или их прародители употребляли алкоголь. Да, то есть тут это многофакторная история. Во-первых, где-то в роду на протяжении нескольких поколений подряд люди принимали алкоголь. Вспомним наши 90-е непростые годы, когда... В советский период там столько времени употребляли алкоголь и курение, и это все видим мы по фильмам, да, того периода, это наоборот считалось как бы, нормально. Да, если мы вспомним 90-е, начало 2000-х, да, это же даже был какой-то такой ореол успешности, ореол, какой-то брутальности, крутизны, да. Но это же действует накопительный эффект. То есть капля камень точит, моя любимая поговорка. Это раз. А во-вторых, то, что вы сейчас затронули, вроде бы родители трезвые, умеренно пьющие, вроде бы следят за здоровьем, а рождается ребенок с нарушением. Но то, что, допустим, время от времени родители отравляют себя алкоголем, не могу сказать, что выпиваем мы воду.
ну, чай. Но если алкоголь, то мы отравляем себя. И вот в этот момент, когда женщина отравляет себя алкоголем, в принципе, так же, как и мужчина, алкоголь ударяет, как вот в тот раз сказала, да, Елена Карловна, не только на мозг, но и на репродуктивную систему. А это на яйцеклетки. И это своего рода действительно русская рулетка. Никто не знает, какую яйцеклетку в данный момент будут оплодотворять. Ну, вот какая она выйдет. И... То есть тут вот настолько все непонятно, сюрпризом, да. Поэтому, например, в Древней Индии там, в принципе, относились так, может быть, очень сурово, но достаточно грамотно. Женщина, которая хоть раз выпивала, от нее уже детей не рожали. Потому что, это уже риски были. Неспроста же. Поэтому... И еще такой момент, напрямую связан вот с этим законом вырождения. Алкоголь — это все-таки токсин. И токсины разные бывают, не только алкоголь, но и табакокурение. А сейчас давайте возьмем это и разнообразные вейпы, и, то есть вот разнообразные вещества, через которые можно подымить, да. Также токсинами могут являться и наши продукты, которые мы кушаем. Вот эти суперсложные составы, это консерванты, огромное количество консервантов, это не есть хорошо для нашего организма. Также то, что мы страдаем гиподинамией. Я когда начала вот этот вопрос изучать, есть же такое распространенное 10 тысяч шагов в день. Так вот, 10 тысяч шагов в день — это минимум для выживания. Вообще мы в день должны делать двигательные активности на 10 километров. Это примерно 16 тысяч шагов. И это не про какую-то роскошь. Это вот для качества жизни. То есть движение. Нет у нас достаточного движения. Наш организм — это целостная система. Не очень люблю подход. Рука, нога, сердце, мозг. Нет, мы вся закольцованная система. И если где-то какому-то органу плохо, то плохо будет всему организму. То есть мы взаимосвязаны. И поэтому крайне важно заботиться о нашем организме целиком. Сюда гиподинамия, потом стрессы. Особенно городские жители. Мы, наверное, живем в хроническом стрессе, да? И стресс, он тоже является токсином. То есть он тоже отравляет наш организм. И в конце, получается, 20 века, 1955 год, что ли, немецкий ученый Рике Верк обосновал такую теорию, как гомотоксикология. Звучит сложно, но на самом деле все просто. Значит, теория о зашлакованности организма. Наши болезни — это попытка организма, как правильно сказать, попытка организма отразить все те токсины, которые есть в нашем организме. И теория заключается в том, насколько большое количество токсинов в нашем организме, такое заболевание либо нарушение в развитии идет. То есть это все взаимосвязано. И не бывает такого, что везде у всех все было хорошо и родился ребенок с нарушением в развитии. Не бывает. Это всегда взаимосвязанная история. Но у нас так много семей, вот я не знаю, кто уберегся-то от алкоголя с учетом вот того, что это была норма, это было приемлемо, и, наверное, в каждой семье есть такая история, но тем не менее у кого-то рождаются здоровые дети, у кого-то вот такая беда. Это, конечно, как-то кажется и несправедливо, тем более если родители сами, да, вот уже себя по-другому свои приоритеты расставили, да, и себя берегут, заботятся о своем здоровье. Это как-то, мне кажется, уж совсем жестоко. Выглядит это все. Нет, на самом деле не жестоко, и на самом деле все очень логично, крайне логично. Это все-таки, наверное, урок. Дети к нам приходят в нашу жизнь не для того, чтобы испортить нашу жизнь, как я всегда говорю. Они не для этого приходят. Они приходят к нам для того, чтобы сделать нас лучше. Например, у меня старший сын, мы семимильными шагами в какой-то момент шли в такое заболевание, как эпилепсия. То есть я видела, я понимала,
И вот знаете, когда я взяла на себя решение, то есть ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка, я начала использовать разные инструменты, абсолютно разные. Это были большие риски. Мы с врачами с нашими ругались, и, с нашим лечащим врачом, когда мы переходили к другим специалистам. То есть это был риск. Но на сегодняшний день, тогда, когда я взяла на себя ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка, на сегодняшний день мы забыли вообще про это заболевание, и у меня сегодня ребенок учится в военном вузе. Почему я говорю? Не для того, чтобы похвастаться. На минуточку, с чего мы начинали? У меня ребенок в 11 лет утром просыпался и говорил: мам, мне плохо, меня тошнит. Он был просто зеленый. Наша печень разрушалась из-за воздействия лекарств, огромного количества лекарств. И когда я немножечко поменяла, наверное, даже, знаете, не лечение, а свое мышление, мы забыли вот этот вот период как страшный сон. И недавно, когда у меня ребенок поступил в военный вуз, почему я про это говорю? Потому что военный вуз не берут всех подряд. Там должен быть определенный уровень здоровья, физического и интеллектуального развития. И когда он мне начал рассказывать, как у них там строевые проходят, я говорю: сыночка, смотри, вот у нас в истории была такая болячка. Твоя задача про это помнить. Это не говорит о том, что бойся и дрожи. Нет. Но забота о себе. То есть, если когда-то у тебя это было, то мы можем обратно в эту историю попасть. Давай будем беречь себя. И приятная новость, что это можно восстановить. То есть потерянные функции очень многие можно восстановить. Спасибо большое. Действительно очень интересно то, о чем вы говорите. И для наших слушателей и зрителей есть информация полезная, что в эти выходные... В следующие выходные они смогут получить больше информации от вас, как от спикера, и причем от одного из спикеров, которые будут выступать в смарт-библиотеке и участвовать в проекте, который для сохранения здоровья, проекте «Здорово». И сейчас на прямой связи с нашей студией Мария Ефремова. Она руководитель этого проекта, и я рада ее приветствовать. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш проект – это некая школа просвещения детей и родителей и научения их сохранению здоровья. Все верно? Да. Расскажите, пожалуйста, о том, кто может прийти, куда и что узнать полезного для себя вот в следующие выходные, через выходные, в следующей неделе. Ага. Мы всех приглашаем, желающих, это детей и родителей, на наш День здоровья, который мы проводим совместно со смарт-библиотекой в рамках нашего грантового проекта. Наш проект является победителем грантового конкурса главы Республики Саха-Якутия. И мы проводим День здоровья в библиотеке «Смарт». Это будет 23 ноября с 12 до 15 часов. На нашем Дне здоровья будут проводиться мастер-классы, консультации врачей, психологов. Также будут проводиться занятия, беседы. И для всех желающих также у нас будут принимать такие специалисты, как психологи, логопеды, сексолог будет, нутрициолог, врачи такие, как педиатр, стоматолог, детский массажист. Мария, как же это все успеть с 12 до 15 часов? Столько много у вас секций, куда можно прийти. И тогда нужно будет выбрать, прийти и выбрать, что для тебя более важно, чтобы успеть хоть что-то. Но мы приглашаем родителей с детьми. В принципе, все успеется, потому что родители могут послушать лекции, посетить мастер-классы, а детки в это время будут заняты. Для них будут проводиться тоже отдельно занятия, увлекательные викторины, это вот работниками библиотеки, и также мастер-классы от наших специалистов. И у нас как бонус мы будем делать бесплатный массаж, диагностику для всех, и для взрослых, и для детей. А прийти могут родители с детьми какого-то определенного возраста или без разницы вообще? Да нет, без разницы, конечно. Поэтому всех приглашаем, ждем. Абсолютно всех. Да. 23 ноября
в субботу следующую с 12 до 15 часов в смарт-библиотеке. Да, наши все мероприятия бесплатные, поэтому всех вас ждем. Это приятно. Сегодня в нашей студии выступает Ольга Бурдукова, которая является одним из спикеров вашего мероприятия. По направлению логопедия. Да. И мы сегодня чуть приоткрываем, да, эту тему для наших слушателей и зрителей, а для тех, кому захочется еще поговорить об этом, как раз-таки могут продолжить это 23 ноября. Спасибо вам большое, Мария, вам успешного проведения вашего семинара, и пусть будет больше полезной информации для тех, кому она необходима. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем говорить о том, как важно сохранять свое здоровье, как важно помнить о том, что у тебя за плечами, да, есть какие-то риски, да, какие-то ситуации, которые необходимо учитывать. Вот вы сказали, что про здоровье, что печень, да, это такой орган, столько есть людей, которые стоят на донорство, да, ну вот ждут, когда этот орган можно будет заменить на новый, да. А оказывается, вот вы говорите, что если изменить свое мышление, то можно организм настроить так, что этот орган сам тогда как обновится, перезагрузится. Вот вы сказали, что у вас было много препаратов, которые потреблял ваш сын, вот таблеток, да. А как вы тогда отменили это все? Каким образом вы ему помогли? Вы сказали, изменило мышление. Что это значит? Сейчас многие подумают, да, просто изменила мышление, как по мгновению волшебной палочки. Нет, конечно, так не было. Конечно, это были риски, которые я брала на себя. То есть я понимала, что беря на себя ответственность за лечение ребенка, подключая новых других специалистов, мы можем, наоборот, спровоцировать даже ухудшение. И вот эта вот, наверное, решимость и вот эта уверенность, она возможна только тогда, когда ты, в первую очередь, трезво мыслишь, смотришь на вот эту ситуацию в направлении именно ребенка. То есть ты начинаешь смотреть, а как лучше будет для ребенка. Но если есть риски, ты же точно не знаешь. Никогда не знаешь. Ну, вы рискнули. Рискнули. Отменили да. препараты, То есть, да, какие-то? Смотрите, мы опять-таки не на ровном месте отменили препараты. Абсолютно не на ровном месте. У нас пошло заместительное лечение, в отношении, допустим, эпилептоидной активности, которая была у моего сына, первопричиной этого заболевания — это сильнейшая гипоксия, дефицит кислорода. И мы пошли тем путем, что мы мозгу начали больше кислорода давать. У нас был мануальный терапевт, который нас вел. В общем-то, потом мы тоже прошли ряд процедур, и мы решили этот вопрос. Это возможно. Даже очень сложные заболевания. Иногда бывают генетические заболевания. Их сложно убрать, но прокорректировать их можно максимально. Спасибо вам большое. Для тех, кому интересно эту тему продолжить, дорогие слушатели и зрители, 23 ноября, 12 часов, библиотека «Смарт». Вы там встретитесь с Ольгой. Ну а сегодня благодарю всех за внимание. Вам спасибо за то, что вы в нашей студии были. И всем хорошего вечера.